Время новостей на канале Абаза, в студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. В Агу прошел вечер памяти первого президента Республики Абхазия, ученого и государственного деятеля Владислава Арзенба. Как экономить электроэнергию и модернизировать энергетику, выясняла Мариана Котова. Круглый стол на тему создания сети взаимодействия бизнеса и людей с ограниченными возможностями здоровья провела общественная организация «Алшара». В Абхазском государственном университете прошел вечер памяти, посвященный 80-летию со дня рождения первого президента Республики Абхазия, ученого и государственного деятеля Владислава Арзенба. В рамках мероприятия в университете были открыты фотовыставка, организованная Государственным музеем Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар, а также книжная экспозиция в научной библиотеке АГУ, посвященная научному наследию первого президента. В торжественном вечере приняли участие представители руководства страны, научного сообщества, студенты и преподаватели университета. Со сцены прозвучали стихотворения, патриотические песни, были показаны архивные выступления Владислава Арзенба и документальный фильм «Владислав Арзенба. Искусство возможного». Мероприятие прошло в рамках года Владислава Арзенба, объявленного в Абхазии в 2025 году. Подробности у Заура Кварча. Вечер памяти, приуроченный к 80-летию со дня рождения Владислава Арзенба, состоялся в Абхазском государственном университете. Еще до начала торжественной части в холле университета открылась фотовыставка, организованная Государственным музеем Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар. Экспозиция рассказывает о ключевых этапах жизни и политического пути первого президента. А в научной библиотеке имени Дмитрия Гуля была представлена книжная выставка, посвященная научному наследию Владислава Арзенба, доктора исторических наук, академика, исследователя мифологии и истории древних народов Малой Азии. Торжественная часть вечера прошла в актовом зале Госуниверситета. Почтить память национального лидера пришли супруга первого президента Светлана Чергеня, премьер-министр Владимир Делба, спикер парламента Лаша Ашуба, министр просвещения Хана Гунба, вице-премьер Джансух Нанба, государственный и политический деятель МИД Сергей Шамба, бывший вице-президент Валерий Аршба, представители научной и общественной среды. Перед началом вечера к собравшимся обратился ректор АГУ Олег Огварами, напомнив о роли Владислава Арзенба в судьбе университета и страны. Обо всем этом надо помнить, и не просто помнить, а чтобы это лежало, так сказать, у каждого вот здесь, в груди. Вот мы сейчас переиздали газету нашу, которая посвящена памяти Владислава. И здесь мои слова. Владислав не ушел в небытие, а растворился в каждом из нас. Его мысли, дела мы обязаны передавать грядущим поколениям. Вам, ребята, успехов всем, всего доброго. Со сцены звучали стихотворения и политические песни, посвященные основателю современного абхазского государства. Зрителям показали архивные кадры выступлений Владислава Арзенба, моменты, в которых формировалась новейшая история республики. Кульминацией вечера стал показ документального фильма историка Джамбула Инджге «Владислав Арзенба. Искусство возможного», работы, посвященной сложному и ответственному политическому пути первого президента. Нелегкими для Абхазии оказались и послевоенные реалии. Войну страна одолела вопреки планам великих держав. Думаю, что нам необходима мобилизация всех здоровых сил нашего общества для того, чтобы реализовать результаты военной победы, одержанной
нашим народом. Другого у нас пути нет. Вот сегодня мы должны быть еще более сплоченными, чем мы были сплоченными во время войны. Вот так задача стоит. По завершении показа фильм был встречен долгими овациями. Подводя итог вечера, ректор РАГУ отметил, что это мероприятие стало завершающим в череде памятных событий, прошедших в университете в год 80-летия Владислава Ардзинба. Заур Кварча, Торник Амичпа, Евгений Сильченко, Абазатовы. В Очимчирском районе планируется открытие музея боевой славы, посвященного событиям Отечественной войны народа Абхазии. Инициатива создания музея получила широкую поддержку со стороны администрации района, государства, общественности и ветеранов. Глава администрации Очимчирского района Алхаз Кацэ провел рабочую встречу с участием ветеранов войны, депутатов, представителей отдела культуры, общественности, отдела образования, администрации президента Республики Абхазия, а также депутатов Народного собрания парламента Вианора Бебе, Демура Гоги и Алмаса Акаба. В ходе презентации были обсуждены ключевые этапы реализации проекта, который призван стать важным центром сохранения исторической памяти. 16 декабря в конференц-зале Кабинета министров состоялась церемония вручения удостоверения о повышении квалификации в мастерской управления «Синеж» финалистам и победителям конкурса управленцев команды Абхазии. Она прошла с участием главы государства, президента Абхазии Бадры Гунба. Подробнее в репортаже Аристида Каракасиди. В Кабинете министров прошла торжественная церемония подведения итогов конкурса управленцев команды Абхазии. Участников проекта поздравил президент Бадра Гунба, отметив, что инициатива объединяет активных и целеустремленных специалистов, готовых работать на развитие республики. Уважаемые присутствующие, дорогие коллеги, позвольте поприветствовать вас, поздравить с подведением итогов образовательного модуля. Но я бы хотел сказать и отметить, что это не итог, это только начало. Это то, что нас делает единой командой не по признакам политических, религиозных, национальных. Это единая команда единомышленников, которые переживают за свою страну, делают все для развития нашего государства. Проект «Команда Абхазии» был запущен как платформа для поиска и подготовки перспективных управленческих кадров. За время проведения конкурса его участники прошли несколько этапов отбора и образовательных программ, направленных на развитие профессиональных и лидерских компетенций. Было обращение в адрес руководителя Российской Федерации, президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина поделиться тем уникальным опытом, той методикой, которая создана сегодня в России по подготовке специалистов, кадрового состава, управленцев. Именно эта методика позволила мне лично взглянуть совершенно по-другому на многие вещи. В марте этого года были подведены итоги. Победу одержали 22 участника из более чем 80 человек. Обращаясь к участникам, генеральный директор президентской платформы «Россия. Страна возможностей» Андрей Бетин подчеркнул, что пройденный путь стал лишь началом большого и общего дела. Сегодня мы здесь находимся, как вы совершенно верно сказали, не на финише, а на новом этапе старта. Но представить почти год назад, что это будет так, наверное, никто представить не мог. Даже мы с определенным своим опытом не могли. Это все благодаря вашей вере, убежденности и тому, что вы приняли решение однозначно, бесповоротно каждый день трудиться на благо народа Абхазии. И вы нас заразили этой верой. Спасибо вам большое. Церемонию награждения провели руководитель президентской платформы «Россия. Страна возможностей», ректор мастерского управления «Синеж» Андрей Бетин, а также глава администрации президента Республики Абхазия Беслан Эшба. Аристид Каракасиди, Абаза ТВ.
Проблемы энергетики не перестают быть одними из самых важных в повестке дня. Как говорят в Черноморэнерго, более высокий тариф и собираемость оплаты позволили в этом году осуществить коммерческий переток электричества из России до того, как ситуация на Ингургэс достигнет критической. Благодаря этому в Абхазии удалось избежать веерных отключений осенью и в начале зимы. Но, тем не менее, все еще большой процент абонентов уклоняются от уплаты света. Да и общий перерасход энергии все еще остается достаточно высоким. Марианна Котова выясняла, как изменился подход к энергопотреблению и учету расходуемого света. Примерно 2 миллиарда 240 миллионов киловатт-часов расходует Абхазия за год. Это при учете, что по сравнению с прошлым годом потребление сократилось на 550 миллионов киловатт-часов. По словам главы Черноморэнерго, оптимальная цифра потребления для республики должна составлять не более 1 миллиарда 800 миллионов киловатт. Как говорит Тимур Джинджоли, Абхазия с населением до 250 тысяч человек потребляет как средний 1,5-миллионный город. Скажу так, когда идет расход электроэнергии по делу, когда работает предприятие, гостиницы, те же самые фонтаны, не жалко. А когда стоит вопрос о том, что, как вам сейчас правильно сказать, все видели, во дворах у нас обычно открытые краны, они текут. Бесконечно, днем, ночью вода идет, и никто на это не обращает внимания. Я вас уверяю, то же самое происходит с электроэнергией, когда нету прибора учета, просто мы ее не видим физически, не ощущаем. Ну, такой пример. Бывает, что ночью едешь куда-то в деревню, освещен весь забор по периметру, в коровнике висит 8, 10, 12 лампочек, стоит котел, который потребляет 25-30 киловатт, без защиты, без терморегуляции. Это все потребление варварское, так скажем, прямо назову. Таким образом, повышение стоимости электричества должно стать поводом для его экономии. Логика такая: когда платишь больше, следишь за тем, куда уходит свет. Многие с повышением стоимости электричества стали более внимательно относиться к его расходу. Например, житель нового района Андрей Шулумба установил умный счетчик, чтобы самостоятельно подсчитывать, сколько света он тратит. По Wi-Fi работает, его можно подключить, связать с телефоном, он показывает все данные. Сколько киловатт, сколько потребил, и сколько загружено сети. И заодно свериться с их счетчиками, чтобы для себя знать, короче. И можно его дистанционно выключить, включить, допустим, если там тебя дома нет, то ты хочешь выключить свет, короче. Заходишь вот сюда в общий, и вот по месяцу, по дате и в течение года, допустим, вот, сколько я потребил, указывается 12 месяц, вот. 361 киловатт. Зимой месяц где-то 1500, где-то, короче, как потребляешь, тоже, соответственно, можно и до 2 тоже поднимется. Этот счетчик Андрей использует в дополнение к тому, что установила здесь Черноморэнерго. Как выглядят старые советские счетчики, помнят, наверное, немногие. Здесь от них остался только ржавый короб. В доме номер 8 по улице Чалмаз в новом районе несколько лет назад установили приборы учета нового поколения. Они способны отключаться дистанционно. Если абонент злостно не платит за свет, то его можно отключить от электроснабжения с помощью вот такого прибора. По всей республике примерно 94 тысячи абонентов Черноморэнерго. И только у 33 тысяч стоят счетчики. Остальные потребители платят по усредненной цене. По словам Тимура Джинджоли, понадобится еще примерно 2 года и около 1,5 миллиарда рублей на то, чтобы обеспечить приборами учета всех. Почему так много времени и денег? А потому что перед тем, как поставить счетчик, необходимо заменить все оборудование, которое ведет электричество к прибору учета и от него. Но самое сложное здесь – это подготовка сетей к установке прибора учета. Устанавливать прибор учета на ветхие сети, неподготовленные сети – это экономически очень затратно и невыгодно. Потому надо проводить эти работы, а сегодня эти работы очень дорогостоящие. Все знают, что сегодня все дорожает. Все, что стоило рубль, сегодня стоит 3, 4, на разы 5 рублей. Но, тем не менее, эти работы надо проводить.
В поисках денег на установку приборов энергетики чуть было не залезли в долги. Было намерение взять кредит на эти цели, но деньги в стране нашлись. То есть будут приведены в порядок стейки, ГРШ, распределительные коробки на этажах. Полностью будет заменен магистральный провод, который заходит и поднимается по всем. То есть вот это вот все тоже изношенное хозяйство, которое мы сейчас имеем на гвардии в жилом фонде, оно будет приведено в порядок. И в этом смысле это действительно беспрецедентная масштабная программа по восстановлению вот этого всего внутридомового хозяйства. Средства на эту программу уже посчитаны не в рамках договоренности Министерства энергетики России и Абхазии. Мы попросили коллег, чтобы они прислали специалистов, оценили стоимость масштаба приобретения оборудования, работы и всего остального. И та сумма, которую вы назвали, она является вот результатом вот этой вот оценки. Средства выделены президентом, выделены в рамках тех финансовых возможностей, которые он изыскал. И по той информации, которой мы обладаем, этих средств хватит. Чтобы модернизировать все сети, передающие электричество устройства и сооружения, Абхазия должна потратить до 9 миллиардов рублей. По словам министра энергетики, такую сумму назвали эксперты, изучавшие ситуацию в отрасли. Но на это нет денег ни в госбюджете, ни в Черноморэнерго. Поэтому все ремонтные работы, которые проводятся, это попытка обеспечить безаварийную работу, без учета расширения мощностей и модернизации. Как говорят энергетики, если население будет платить за свет так же неохотно и при этом так же безалаберно расходовать его, ни о какой перспективе в отрасли говорить не придется. Но встает другая проблема – насколько эффективно работает электричество. Многие, например, чтобы хоть немного сэкономить, переходят на газовые плиты. Раньше готовили, допустим, на плите, а сейчас мы уже ушли на газ, более дешевле, выходит в течение от месяца, допустим, чем через свет. Сейчас готовим только на газе. Ну и, соответственно, сейчас альтернативы нету, отапливаем, конечно, это. Но как сберечь тепло, которое дает свет, если нет ни привычки, ни условий его беречь? В советское время во всех многоквартирных домах было предусмотрено центральное отопление. Поэтому вопрос сохранения тепла не стоял так остро, как сегодня. В этой многоэтажке мы можем видеть сквозные отверстия из подъезда на улицу. А это значит, что, обогревая свои дома электричеством, часть тепла мы отдаем подъезду, а значит и улице, так как все многоэтажки здесь обдуваются холодными ветрами, особенно зимой. Весь свет в подъезде – это общегородские коммуникации, то есть люди не платят за освещение подъезда. Свет горит здесь круглые сутки, за него платит город, и это говорит о том, как экономно мы относимся к нашему электричеству. Сетевая карта называется. Там канализация, электрика, все там на ней написано. Технологии энергосбережения и теплоизоляции были изобретены и применяются там, где знают цену электричеству и платят ее. А пока перед нами такой факт, что Черноморэнерго, собирая плату за свет, направляет эти деньги на покупку электричества в России, а затем реализует его населению по цене почти в 2 раза дешевле закупочной, вместо того, чтобы тратить эти деньги на модернизацию, потому что это единственный способ избежать веерных отключений. Марьяна Котова, Владимир Капуза, Абаза ТВ. Мы продолжим серию репортажей о проблемах энергетики Абхазии в ближайших выпусках новостей на Абаза ТВ. Внимания, света не будет. Жители части Сухума и Сухумского района останутся без света 18 декабря. С 10:00 до 14:00 продлятся плановые ремонтные работы на подстанции Сухум-2, сообщает Минэнерго. Отключение в том числе затронет новый район, микрорайон Маяк, некоторые села Сухумского района. Плановые ремонтные работы пройдут сегодня ночью на высоковольтной линии Шишелети-1. В связи с этим с 0 до часу ночи без электричества останутся Ачимчирский район, Гулрыбский район, Синоп, Баслат. Следующее отключение запланировано с часу до 2 ночи для линии Шишелети-2, затрагивающей весь Галский район.
ФСБ опубликовала кадры с задержанным в Сочи россиянином. Он рассказал, что вел подпольную деятельность, ездил из Краснодара в Абхазию обратно, передавал украинским кураторам координаты российской ПВО. Попасть на Украину задержанный хотел через Грузию, но не мог уехать туда из-за долгов. МВД Абхазии выдало российским коллегам гражданина Турции Шахина Хасана. Мужчина находился в международном розыске по линии Интерпола за совершение убийства. Ранее Хасан незаконно проник в республику со стороны Грузии, минуя пограничные пункты. Преступника задержали сотрудники уголовного розыска. После проверки личности и оформления необходимых документов его передали полиции России для дальнейшей экстрадиции. Уголовное дело о мошенничестве возбуждено в отношении экс-главы АЖД Мирона Аграба и гражданина Абхазии Даура Когоня. Они подозреваются в хищении средств Абхазской железной дороги, сообщает МВД. По данным следствия, хищения совершались при реализации строительных работ по договору, заключенному между АЖД и компанией СП «Путь-А». Мирон Аграба, назначенный гендиректором Абхазской железной дороги в марте 2020 года, также был единственным учредителем этой компании. Его заместителем был Даур Когоня. Предварительное следствие по делу продолжается. С 17 декабря на участке республиканской трассы у поста ДПС «Холодная речка» в Гагарском районе начались ремонтные работы. В связи с этим движение транспорта организовано по прямой линии, сообщает управление ГАИ МВД. Водителей просят соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными на данном участке дороги. Поиски пропавшего мужчины в акватории Сухума продолжились после шторма. В поисках на воде задействованы 7 человек, в том числе 2 водолазов, сообщил спутник первый замминистра по чрезвычайным ситуациям Тигран Делибалтян. Проводится и визуальный осмотр береговой линии. Встреча с начальником Государственной миграционной службы Саидом Цвинари состоялась в Общественной палате 16 декабря, сообщается на сайте палаты. Инициатором встречи была комиссия по экономическому развитию и поддержке предпринимательства, возглавляемая членом палаты Даутом Аграба. Основной темой обсуждения стала миграционная политика Абхазии. В ходе конструктивного диалога были затронуты ключевые аспекты, определяющие эффективность миграционной политики, включая вопросы регулирования въезда и выезда граждан, пребывания иностранных лиц на территории Абхазии. Особое внимание было уделено анализу существующих вызовов и угроз, связанных с миграционными процессами, и поиску оптимальных решений для обеспечения национальной безопасности и социально-экономического развития республики. Трудоустройство людей с ограниченными возможностями здоровья обсудили в ходе круглого стола, инициированного общественной организацией «Алшара». В дискуссии приняли участие представители бизнеса, руководители общественных и благотворительных организаций, представители государственных органов и международных организаций. Основная задача встречи – создать сеть взаимодействия бизнеса и людей с ОВЗ. Подробнее Надежда Боровикова. Проблемы профориентации и трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья обсудили участники круглого стола, организованного общественной организацией «Алшара». При финансовой поддержке Датского совета по беженцам организация с 2023 года реализует проект, в рамках которого люди с ОВЗ проходят стажировку и получают свою первую в жизни работу. В рамках проекта удалось нам, благодаря, опять же, вот тому, что бизнес-сообщество, малые и средние предприятия пошли к нам навстречу, очень ответственно себя проявили, создать 12 рабочих мест, 12 рабочих мест и для молодых людей, социально уязвимых групп, и из них 9 человек у нас, 9 человек, это люди с особенными потребностями, люди с инвалидностью, с разными формами, физическими, ментальными особенностями. И вот они сейчас благополучно
Ну, вот есть тут наши партнеры, которые вот находятся, расскажете, наверное, как это все проходит. Понятно, что не просто, все это сложно, но ребята работают. В рамках проекта общественная организация «Алшара» предоставляла небольшие гранты представителям малого и среднего бизнеса, чтобы они потратили время на обучение, нашли подход и предложили посильную работу людям с ОВЗ. Так, новые сотрудники появились у Инны Салакая, которая производит изделия из кожи, в мукомольном цеху у Тамаза Цужба и в гончарной мастерской у Гулисы Шония. С отцом пришел парень, он стоит, ни слова, ничего. Ну, я все говорю, а он ничего не говорит со мной, например. Ну, отец сказал, что это, говорит, стесняется, туда-сюда. Мы его уговорим, чтобы он начал к вам ходить. Вот второй день он приходит. Ни слова опять там. У нее с речью был проблема. И думаю, он пока к нам привыкнет, стеснялся, вот, чтобы говорить. Ну, постепенно он к нам привык. Отец мне звонит и говорит, потом фоткали мы, вот что он сделал, чем занимался, отцу, матерью тоже отправил. Мать говорит, я в жизни бы не подумала, что он мог чем-то заняться. Я вот что думаю, если бы мы не потерпели вот это 5-6 дней, например, вот пока мы привыкнем, вот 10 дней, например, он бы от нас ушел. У нас был еще вот Эдик, у нас есть сейчас уже наш сотрудник. Помимо того, что он уже наш сотрудник, он уже как бы и у нас работает, и еще в одном месте начал работать. Вот. У него отставание в ментальном развитии. Ну, сначала было сложно, да, вот вроде бы, мы как бы вот не сталкивались, вот. Ну, мы начали как бы вот, что он может, что ему удается делать, вот. Ну, этот цех по производству кукурузной крупы, конечно, физического там ничего мы ему не предлагали, да, делать, вот. У него очень хорошо получалось как бы клеить этикетки, вот. Мы его поставили вот на оборудование, он говорит, ой, что-то я устал. Я говорю, ну ладно, ездить, да. Давай сюда, здесь, может, получится у тебя. Ну, вот у него получилось, то есть он начал быстрее всех, как сидит и клеит, да. То есть раньше вот без этой программы как бы я бы не мог подумать, что возможно вот, что вот он может полноценно вот с нами вот работать. Тимур Чанба получил травму в детстве, школу закончил на дому, затем поступил в АГУ и еще в студенческие годы открыл свою первую фирму. Сегодня он помогает социализироваться детям с ограниченными возможностями, участвует в создании доступной среды и вместе с единомышленниками открыл благотворительный фонд «Акзаара». Социальное такси для людей с ОВЗ, которое совсем недавно начало свою работу в Абхазии, это идея Тимура Чанба, получившая поддержку. На этой встрече находились и Народный фронт, и команда Абхазии. Они поддержали нашу идею, мы все им рассказали, что нужно будет. И они вышли на правительство Нижнего Новгорода, руководство Нижнего Новгорода. И те тоже поддержали, они сказали, что у них есть такие машины. И по соглашению уже были выделены 3 машины. Они приехали, как бы благополучно уже работают по Абхазии. Леон Лакарба, кандидат экономических наук, преподаватель Абхазского госуниверситета, бесплатно обучает детей с ОВЗ компьютерной грамотности и бухгалтерии. Затем помогает с трудоустройством. Самая большая проблема – устроить на работу людей на инвалидной коляске, потому что помещения банально не оборудованы пандусами. Лично я устроил 3 человек. Вот. И тут уже отмечал спикер предыдущий, который первым выступал. Бизнес, наоборот, идет навстречу. Я не замечал, что бизнес не шел навстречу. Они всегда рады. И вы говорили про те проблемы, которые возникают. Самая главная проблема, по моему мнению, это доступная среда. У нас проблема, и в первую очередь, это вводом в эксплуатацию новых объектов. Государство вообще за этим не следит, я хочу отметить. Коммерческие организации не соблюдают нормы. У нас вводят эксплуатацию вообще. То есть ничего не оборудовано для людей с ограниченными возможностями. Экспертизу они как-то проходят? Да, экспертизу проходят. У нас есть проблема градостроительного кодекса, точнее не кодекса, а законодательства. У нас через суд можно ввести в эксплуатацию, даже если городская администрация района против введения в эксплуатацию.
Милана Ачба – директор благотворительного центра «Мы вместе». Центр помогает с реабилитацией и социальной адаптацией людям с ограниченными возможностями здоровья в Гагарском районе. В рамках проекта по трудоустройству психологи центра работают в том числе с родителями, потому что преодолеть гиперопеку родителей людям с ограниченными возможностями бывает очень непросто. Сейчас, когда мы начали проект по трудоустройству, в первую очередь, я как его видела, мы начали с психологической помощи людей с инвалидностью и родителей, потому что я сама человек с инвалидностью, я прекрасно это знаю изнутри, трудоустроена, и вот по своему опыту жизненному, так скажем, я писала этот проект. Все прекрасно знают, как я начинала этот путь, и вот то, что говорят, что родители, гиперопека родителей. Вот, несмотря на то, что это было не видно, может быть, со стороны, она очень меня не то чтобы душила, я понимала, что они это делают, потому что они меня любят, но вот папа постоянно мне говорил, ну не получится, ну это, ну то. А потом, когда мы с ним вот сели, когда у меня начиналась истерика, почему ты так, он говорил, что я боялся, что ты расстроишься, что у тебя не получится, и ты сильно расстроишься, я тебя готовил к этому. Но, слава богу, Дима знает изначально мой путь, все поддержали, и поэтому все получилось. Уполномоченная по правам ребенка Мактина Джинджолия признает, что проблемами обучения детей с ОВЗ, так же как и трудоустройства взрослых с инвалидностью, больше занимаются общественные организации, чем государственные органы. Она зачитала доклад с предложениями, как можно улучшить положение в этой сфере. Я думаю, что есть необходимость создания рабочей группы либо координационного совета с участием некоммерческих организаций, государственных структур, например, Министерства труда и занятости, Минобразования, ассоциации работодателей и родительских организаций. В рамках данной рабочей группы целесообразно подготовить рекомендации по реформированию рынка труда в Республике Абхазия, расширению практик гибкой и дистанционной работы, развитие системы услуг сопровождения и временного ухода за детьми с инвалидностью. Данное направление также целесообразно реализовать при Министерстве соцобеспечения с участием некоммерческих организаций. Укрепление роли общественных организаций как партнеров государства, поддержка инклюзивных классов в общеобразовательных учреждениях, не только в коррекционных, обязательное обучение педагогов, тьюторское сопровождение, создание ресурсных классов. Оксана Лассурия – программный менеджер международной организации World Vision. Она занимается проблемами людей с ОВЗ с 2008 года. Благодаря участию общественных и международных организаций удалось открыть несколько центров социализации детей с ОВЗ в Ачамчирском, Ткварчалском и Галском районах. Со временем появились аналогичные инициативы в других районах, и чтобы объединить усилия, была создана общественная коалиция «Все разные, все равные». Очень важно вовлечение общественных организаций, потому что, в принципе, мы все общественные, и мы вот эти сдвиги, я считаю, благодаря нашим усилиям, они произошли. Вот. Но без вовлечения государства очень трудно. Мы останемся на уровне эстафеты. Да? Вот у меня есть финансирование, я что-то сделала, передала финансирование в следующую организацию, у которых оно появилось. У меня заканчивается, у кого-то появляется. И на уровне марафона или эстафеты это можно делать и нужно делать, мы это делаем. Но если мы хотим говорить комплексно, устойчиво, систематически, да, здесь, конечно, нужно вовлечение государства, и чтобы была государственная программа. Руководитель ассоциации инвасодействия Алхаст Хагушев отметил, что для успешного трудоустройства людей с ОВЗ необходимо участие государства, потому что общественные организации не могут возродить службу занятости или биржу труда, не могут обеспечить город тротуарами и общественным транспортом, не могут оборудовать все учебные заведения и потенциальные места работы пандусами. Если у нас не будет этой инфраструктуры, а инфраструктуру общественные организации создать не могут по определению, и бизнес тоже не может по определению, это задача, которую мы должны добиваться, чтобы этим занималось государство. Понимаете? Если мы не добьемся этого, то мы так и будем, это прекрасно, что мы делаем, каждого, я, кстати говоря, с таким удовольствием слушал всех и бизнесменов, которые здесь выступили, и всех остальных людей, я просто обнимаю вас, вы просто огромную, колоссальную работу провели, это здорово, но это все останется локальными историями успеха.
Чтобы развить этот успех, значит, нужно думать о более глобальной рамке. Одна из целей круглого стола – инициировать создание сети взаимодействия бизнеса и людей с ОВЗ. Участники сошлись во мнении, что было бы полезно создать платформу, возможно, на базе мессенджера Telegram, который объединит общественные организации из разных районов Абхазии, занимающиеся проблемами людей с ОВЗ, и представителей бизнеса, готовых рассматривать возможность трудоустройства таких людей. Надежда Боровикова, Сасрыку Агуха, Абаза ТВ. В Сухуми в этот понедельник состоялся первый показ фильма «Анна и король», дублированного на абхазский язык. Премьера прошла в Абхазском государственном драматическом театре имени Самсона Чанбе. Проект реализован при поддержке Государственного управления по государственной языковой политике. Работа над дубляжом длилась около 6 месяцев. Перевод сценария, адаптацию текста и подбор актеров выполнил народный артист Абхазии, режиссер Вячеслав Облоти. После выпуска новостей на Абаза ТВ смотрите фильм «Анна и король», дублированный на абхазский язык. Новый год и туризм. Роста посещаемости ожидают в Рицинском нацпарке в новогодние праздники, рассказал зав. Отделом по туризму и экскурсиям Итлан Богатели. По его словам, объект уже готовится к приему гостей. Это прежде всего подготовка дороги, расчистка, подсыпка, безопасность. И, конечно же, мы готовим главную смотровую площадку, делаем новогоднюю иллюминацию, уточнил он. За 11 месяцев 2025 года Рицинский нацпарк посетили более 450 тысяч человек. А в завершении выпуска прогноз погоды. В четверг, 18 декабря, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Атмосферное давление высокое, ветер слабый, умеренный. Температура воздуха ночью 0 плюс 5, днем 7-12. Температура морской воды плюс 14. Волнение морской воды умеренное и значительное. Относительная влажность воздуха 60-80%. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами. До встречи.